Друзья, всем привет! Это «Включение из Южной Якутии. И сегодня хочу познакомить вас с одним очень удивительным местом. Одно из моих любимых – это озера Такарикан. Да, конечно, здесь я бывал неоднократно и летом, и осенью, и зимой даже сюда приезжал. Ну, давайте вкратце пробежимся по благоустройству. Такой срубик, изба двухуровневая. Стоит в этом сезоне. Ребята наконец решили поставить баню, которую здесь прям категорически не хватает. Уже заготовлены бревнышки, там доски. Вот. Ну и получается, сами постройки стоят на островке, который, можно сказать, возвышается посреди озер. Все это местность болотистая. Вот единственный такой островок, который таким сухим грунтом, и вот здесь все было построено. Вот тоже уникальное строение. Это летняя кухня, так называемая беседка, сплетенная. Давайте я вам покажу, как внутри все у нас тут происходит. Вот по этой плетенке узнаю руку мастера. Это вот семья Наумовых, Виктор, в частности, друзья мои и венки. Вот это он тут строил, любит такие плеты. Так, вот здесь у нас столик, явство. И вот смотрите, какое тут окошко с видом потрясающим. Вот так вот, как-то так. Приехали мы вчера поздно, я снимать уже дорогу не стал. О дороге я расскажу чуть позже. Ну, так вот, выспались, сейчас только начинают просыпаться. Все люди. Поставили мы шурпа варить. Шурпа у нас из молочной говядины. Завершающий аккорд, друзья, это зелень. Ну, выглядит прям вообще. Подозреваю, что и на вкус будет. Ну, вот это, если есть желание это сделать, то это делать надо вот именно так. Делается комплексная экспедиция. В этом году не успеваем. За этот год сделать информационное вот вещи, начиная с Сергея, что вот планируется, создается план, там, получаются финансы на тот вот экспедицию я организую. Ребят, приехать сюда, там, орнитологов, да я найду элементарно, причем с хорошими вот именами. С научными. Ветеринаров надо, чтобы по следам по животным, наверное, тоже оленей посмотрели. Ну, тут можно комплексно сказать, ребята, на 2 недели. Поехали в тайгу на 2 недели. Кровь взяли там с оленей. И поработаете, и отдохнете, и рыбой, и вообще-то. По преданию, озера Такарикан – это слезы юной Ивенкийки Аякчаны, пролитые ею по своему возлюбленному чужеземцу, которого старый шаман превратил в гору, прозванную Карабуран – Черная гора. В долине у подножия этой самой горы река Такарикан разливается на множество озер, соединенных между собой протоками.
Название Такарикан с винкийского «лосенок» связано с тем, что в эти места лоси приходят для размножения. Это излюбленное место для остановки перелетных птиц. Некоторые даже остаются здесь гнездиться. По этой причине и приехал сюда из Новосибирска профессор биологии и вирусологии Кобзев Александр Михайлович, изучающий причины возникновения и распространения птичьего гриппа. Как он сам признался, Южная Якутия пока остается белым пятном для орнитологов. Вот и приехал своими глазами увидеть и организовать впоследствии научно-исследовательскую экспедицию. Но у нас несколько целей. Одна по прям непосредственно моей профессиональной деятельности. Я вот вирусолог, изучаю вот вирусы в природе, у животных, у птиц, и их вот возможность, так сказать, или опасность человека заболеть от них. И мы планируем вот с местными специалистами, с общественностью организовать сбор материала о диких птиц в первую очередь, чтобы сделать анализ, так сказать, наличия этих вирусов в природе в данном регионе. Я думаю, что все понимают интерес и важность такой работы в связи с коронавирусом. Вот это одно из направлений. Мы еще сегодня обсудили еще несколько вещей, связанных, так сказать, с медицинскими с проблемами. Это проблемы, так сказать, изменяющиеся от экологии, здоровья малых народностей, у которых проживают на территориях, особенно в юг Якутии, там, где наблюдается быстрый промышленный рост. Вот еще обсудили возможные работы совместные в этом направлении. По сути, все, два основных направления работы. Дорога сюда – это уже определенные испытания, потому что он стоит обособленно, сюда добраться очень сложно. Сейчас с этого места на озере Такарикан мы отправляемся в стойбище к оленеводам. И мне предстоит проделать этот путь на гордости республиканского автопрома. Квадроцикл «Сокол», который у нас в Якутске собирают. Сейчас мы его и проверим, как он идет, потому что сюда, чтобы добраться, как и говорил ранее, что домик, сама база находится на островке, а вокруг озера и между озером болото, так называемая Марь. Сейчас попробуем. Спереди пойдет север-трак, а я попробую, испытаю на «Соколе». Кстати, первый раз буду управлять «Соколом». Был опыт вождения квадроциклом, мотоциклом, снегоходом, даже лодкой моторной. Но на таких колесах первый раз поеду. Угол поворота, конечно, у него большой. Понятно, за счет таких колес. Поэтому приходится маневрировать зад-вперед. Итак, пошел. Вон как колесики проминаются. Пошел. Следом поехали и мы. Итак, отправляемся в стойбище к оленеводам. Пошел парюм. Первую Марюху прошли. Пошла вторая. Пока пробираемся сквозь заросли мари. Пока они не слышат, стреляли вверх, подавали сигнал, чтобы направление указать, где стоят оленеводы. Вот здесь одно из ранних
стойбищ было. Загончик небольшой. Вот, видимо, такой переходящий в межсезонье. Прошел. Красавчик. Да, ребята, конечно, вот эта техника серьезная. Прям чувствуется проходимость. На обычном квадрике здесь уже давным-давно бы с первых метров пришлось лебедиться. А тут едем. Впереди еще одна морюшка. Прям полотинка. Идет по болоту болотоход. И есть, конечно, приятный момент и некая гордость, то, что данный квадроцикл собирают у нас в республике. Ну, смотрите, потихоньку, но ползет. Справляется, так сказать. Но тут, правда, реально, как бы, мощная марь. Я говорю, справляется, говорю, идет потихоньку, но идет. Тебе надо сюда ближе брать, на меня. Потому что там ты... И все, вперед пробуй. У тебя сейчас разгон будет, вперед попробуй. Не цепляет. Вот тут еще вот будем буксировать. Но тут еще есть момент такой резины. Резина больше скорее зимняя для снегоходного. Вот. А есть с ним еще в комплекте родная резина Севертрак. Ну, выглядит, я ее не видел, но по видео выглядит мощно. То есть там и грунтозацеп большой. Так, ну что, сейчас будем дергать квадроциклом. Себя снимал? Нет. Вот так камера была? Так. Себя снимал. Ёкаламана, сейчас не сказал. А там же на той стороне-то. Там лицензия. Ну, себя снимал. Ну ничего, бывает такое, но зато хочется сказать, что в принципе Сокол может. Отечественный производитель. Приехали мы на базу оленеводов на ручье Амунакта. Стоит дымокурни, где в жару этим дымом олени спасаются от назойливого овода. Пойдем поздороваемся в домик. Заходим. Здравствуйте. Легендарный карабин СКС, матерый такой. И вот такая сумочка. Выполнена в национальных традициях. Мок. Такой клич зазывают оленей в загон. Вон бегут они, сразу думают, сейчас будет еда. Красавчики.
Вот что мне нравится в это время снимать оленя, они все такие уже. Но еще не до конца. Линька прошла, но рога уже, смотрите, какие такие мощные, выросли, новенькие, свежие. Прям, ух, красавчики. Молодцы. Традиционное венкийское селфи. А то как так уезжать и без оленя, да? Фото с оленем. Я ж говорю, Еще такую погоду приехали. мурашки по телу, аж от энергии какой-то пришло. Прям я такой еще я эмоции испытал. Вот смотри, смотри, подходит, смотри. Носик маленький, Слушай, хороший. я... Ну, как-то так. Будем завершать нашу поездку. Но завтра очень интересный день, друзья. Я сам буду впервые на этом празднике присутствовать. Экинепке, это Венкийский Новый год. И завтра я покажу, надеюсь, вам, как это все происходит. Будет насыщенная культурная программа. Но это будет завтра. Ну а пока небольшая пауза. Едем домой заряжать батарейки. И потом снова в путь. Итак, друзья, добро пожаловать на вторую часть нашего марлезонского балета. Вот честно признаюсь, сколько уже времени дружу с совенками, сколько снимал материалов по их культуре. Первый раз нахожусь на празднике Экинепке. И тем будет интересней и мои эмоции, и вас приглашаю разобраться, что это за праздник, как он проходит, где проходит и что будет. Ну что, поехали! Здрасте, с праздником! Спасибо. А где повязываем? Вот такой вот дали молочко. Все, на удачу. Аямат видят какаль. Кунака, сагдил баял, амширтен, амтиртен, аптен пумура. Аямат випчакол, Пиранья, аямат випчакол, аямат випчакол, карая випчакол. Origin, ayaya parigil, tamam kikagil, ayalaktin kumura, ikkaravak, sarita. Kawakal ulikal butuno, uruntukun niliman, arinamito, sama. Iya nakarakkar kandaon, iya nakarakkar kandaon, enegin marurun kandaon, enegin marurun kandaon. Kagarpe ayon tikten, kagarpe ayon tikten, enegin marurun kandaon. Ну, что, не поем?
Александр Михайлович, как ощущение? Стоим на месте. Орай, орай, орайда. Манчо, манчо, манчорай. Так, только закончилась целая серия традиционных обрядов и началось торжественное награждение отличившихся. Ну, а мы пока можем немножко передохнуть. Свет, расскажи, пожалуйста, что вот это, где мы провели, что это за праздник, откуда он пошел, да? Так, обрядовая поляна называется наш праздник, и Канипке – это наш венкийский праздник, встречи Нового года. С приходом, с кукованием кукушки мы встречаем и венкийский Новый год, который называется Иканипке. А перевод есть? Иканипке. Да, с венкийского, если так. Ну, если дословно перевести, то это танцы, песни и так далее. Праздник, вот, вообще, праздник, веселье, да? праздник, веселье, да. Ну, самое главное, вот именно мы встречаем его с приходом кукушки. Как только кукушка прокуковала, вот и у нас Новый год наступил. Праздник у нас традиционный. И в прошлом году вроде как было 30 лет уже как празднуется Иканипке. Я помню, самый первый праздник был Иканипке на этой поляне, без сцены, без ничего. Только начинали проводить. Тогда был еще жив наш мелодист, композитор, автор, песенник Владимир Колесов. И вот это проводилось здесь. И я вот, ну, мне было 8-9 лет, когда я первая выступала вот здесь, вот просто на поляне, мы пели песни. Вот. Что мы делаем на нашем празднике? Конечно, в первую очередь мы проводим наши традиционные обряды. Обряд кормления реки, обряд умасливания Севекмо, который вот находится здесь у нас. Мы просим, обращаемся к нашим всем духам, к нашим верхним духам и просим их благополучия, чтобы рыбы сохранялись в наших реках, олени приумножались, дети рождались. И, конечно, мы просим благополучия и здоровья крепкого и долголетия нам, всем ивенкам, и не только ивенкам, всем жителям мира. Хорошо. Вот, ты еще говоришь, 30 лет начали праздновать. 30 лет это назад здесь было. Или, да, или, здесь, или здесь. как, Именно праздник, здесь, в Венгрии. Именно в так Венгрии праздник здесь. он идет испокон, Да, да? да. Раньше, может быть, в другой форме как-то справляли, но именно вот то, что здесь мы справляем, именно в обрядовом месте, вот в нашем вот этом комплексе, вот это уже более 30 лет. Настроение, конечно, друзья, вот такое вот. Ну и честно, мое мнение, как первый раз, человек, который первый раз был на этом празднике, это самый масштабный, самый организованный всеобщий пикник. Сейчас уже более-менее официальная часть закончилась, и сейчас люди разошлись по палаткам. Сейчас идет праздничный обед, очень много всяких вкусняшек, и венкийских в том числе. Играют спортивные состязания, проводят сейчас буквально через несколько минут начнутся уже спортивные, национальные состязания. Ну, в общем, все это выглядит как глобальный, не глобальный, а массовый пикник. И настолько весело, и комфортно, и хорошо, прям душевно, я бы сказал.
я ваш канал смотрел. Ой, красава. Подписался? Да. Молодец. Спасибо. А он на вас видео подписан. Подписаны тоже на меня, да? Да. Вообще молодцы. Тоже пишусь я. Лайк поставь. Козюра! Козюра! Да. Да. Вы должны были все посмотреть, как я стал лениводом, фильм, должны были смотреть его. Я смотрел, как он на линях ехали и в тайге. Да, да, да. Семья моего приятеля Андрея обосновались тут. С праздником вас! Как настроение? Ну, это что, вкусные очки, что ли, такие прям, да? Вот. Вот вы знаете, друзья, наконец-таки мне такой неожиданный, но самый приятный подарок сделали здесь, в Иенге. Я когда давно намекал, что люблю браслеты, да, и вот мне сейчас вот... Ах, это как? Обережка? Вот так вот. С Новым годом! Друзья, вы не путайте, пожалуйста, у нас в Южной Якутии 3 Новых года. А основной Новый год, Старый Новый год и Венкийский Новый год, на котором мы сегодня и присутствуем. О, вообще супер-пупер. Видали? Вот это обережка. Друзья, хочу показать вам, как свои шедевральные снимки делает наш самый известный и уважаемый и мною почитаемый фотограф, географ, можно сказать, летописец Юрий Николаевич Коковин. Привет! Дайте руку пожму. Как тебя зовут? София. София? Угу. Кто тебе такой костюм шил? Это мне мама шила. У тебя мама такая рукодельница? Ну надо же. А, с праздником поздравишь всех? Да. Скажи, с праздником. Скажи, с праздником поздравляю. Пасиком поздравляю. Так, ну, продолжается состязание по волейболу, но я хочу вас познакомить еще со своими приятелями. Это Василий Иванов и с его семьей. Так, вот оно. Семья этого моего приятеля. Василий, приветствую тебя. Так, ого-го, сколько у вас детей, такие все красивые. Привет! Привет, привет! Так, ну что, с праздником, кто нас поздравит? О, кстати, Валерия у нас еще и поет. Я помню, мы клип тебе снимали. Поздравишь всех с праздником? На родном и венкийском только. Договорились? А я мать медикальную суну вокал да. Посмотрим за кулисы немножко, что ж там происходит сегодня. Вот такие слова увековечили память на могиле проводника Узбекистана из рода Бута. О, приветствую тебя. Как настроение? Нормально. Как у вас настроение, как у вас дела? Как здоровье? Молодеем, видите? Ну вы вообще еще огурцом, перцом. 9-10. Ого-го себе, молодцы. Я хотел бы, знаете, чтобы вы поздравили всех с праздником, так? Ну, от себя что-нибудь пожелали. Вот, еле-еле мы ходим. Куда мы туда пойдем? Не, здесь, сейчас, мне на камеру, да, вот у меня сейчас пишет камера, да. Вот. Конечно, сегодня радостный день. Для эвенков это все зеленое, все обновляется. Это наш праздник Новый год. Новый год, да? Потому что все обновляется, одевается, зеленеет. Прекрасную одежду одевает, и растения, все природа. Все, живая, цикл Всё, пошел да. такой. И Новый год, зеленый, все. Прекрасно. Цветы растут, всякие разные. Мы радуемся. Хоть мы старенькие, и наши детей пусть. Сегодня я молилась, говорю, Господи, дай нам солнышко. Согрей мой маленький народ. Пусть порадуются, повеселятся, поиграют, песни попоют, наряды свои покажут людям. Хорошо, хороший праздник, летний праздник, Новый год. Желаю, конечно, своему маленькому народу счастья, долголетия, как мы вот живем, долголетие. Спасибо Господу, подарил нам долголетие.
древнейших и почитаемых родов. Это род Бута, который сделает вот такую фишку. Они пригласили всех на фуршет. Сейчас всех будут кормить, да, поить как минимум. Но у них самое такое вот обустроено. Все, вся история можно увидеть здесь. Аплодисменты ваши. Лагерь стоим. Лагерь, стойте. Лагерь, дружба. Пожалуйста, можно вас на сцену. Вам подарок от там же. Эксперты-волонтеры. Просьба подойти к сцене. Машина горит. Все, спустили. Теперь ты горел. Давай. Мы дружно встречаем наших участников. Александрова Сабрина, Александрова Алена. Встречайте. Показывайте, показывайте. Константинова Ксюша, Константинов Руслан. Я хочу стать птицей и полететь в Валдаю. Увидеть хочу красивые реки и тем живым шайда. Уже. Здрасте. Сниму костюмы. Какие красивые костюмы, да? Еще, конечно, мастерицы ингринские славятся своим рукоделием. Какие, обратите внимание, какие. Привет, как зовут тебя? Алена. Ну, а тебя как зовут? Сабрина. Сабрина? Ну,
А, кто вам такие красивые костюмы пошил? Мама. Мама? А мне бабушка. С бабушкой. С бабушкой? Ну, какие молодцы. А сейчас давайте громко, дружно поздравим всех с праздником, да? Да. С праздником Днем КНПК. С праздником Днем КНПК. Подожди, все взяли? 3, 2, 1, раз! Мне кажется, что с культурой я вас познакомил и красоты вам показал. Учайки відявадя, на мові одінам, і макунді хуктидя, от, іма,